Все эти человеческие жертвы можно было предотвратить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую правду открыли эксперты. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Неужели у властей Бадахшана не было другого выбора, кроме как провести с их слов антитеррористическую операцию? Неужели не было другого способа урегулировать проблемы и протесты в Рушане и области в целом, без кровопролития, и вернуть людей к нормальной жизни? В чем проблема Бадахшана? В криминальных группировках или социально-экономических проблемах? Об этом рассказали Сайфулло Сафаров, политолог и преподаватель университета, и Махди Сабир, эксперт, проживающий в России. Сайфулло Сафаров сказал: кажется, президент четко и предельно ясно объяснил ситуацию, то есть было оказано сопротивление правительственным силам. Во-первых, была перекрыта дорога, во-вторых, был открыт огонь. В результате 1 человек убит и 13 ранены. И что оставалось делать властям, когда в 6 районах оказывается сопротивление государственной власти? Я не буду об этом долго разглагольствовать. Раз президент сказал, что другого выхода не было, значит, так оно и было. Что происходит на Памире, Руслан, это геноцид против собственного народа. Тут все признаки геноцида, и идет целенаправленное уничтожение целого региона, целого народа, как культурно, так и политически. Поэтому я бы по-другому не мог это назвать. Да, у таджикских властей другое объяснение, у жителей Бадахшана. Они согласны с нами, они тоже считают, что это геноцид против местного населения. Махди Сабир имеет немного другое мнение. Я считаю, что если бы руководители захотели, они бы решили проблему без кровопролития путем переговоров. Должен был состояться диалог. Постепенно одного за другим бы задержали всех подозреваемых и не допустили бы кровопролития и беспорядков. Мир и стабильность очень важны для таджикского народа. А какого мнения придерживаетесь вы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сайфулло Сафаров ответил: я тоже поддерживаю эту позицию, но посмотрите, как писал поэт Ато Мирходжа. Иногда поддержка родственников и групп приводит к тому, что для них позиция власти сводится на нет и затем вообще не признается и не уважается. Конечно, можно агентурным путем и другими способами решить проблему, но когда местные чиновники этого не делают, то центральная власть показывает, что ее власть легитимна и может обеспечить безопасность своего народа по всей стране. Вот мне кажется, что у Рахмона какой-то комплекс неполноценности, что ли. И, конечно, специалисты должны об этом сказать, в чем причина, почему. Может быть, это следствие. Он боится всех, кто так или иначе проявляет независимость, самостоятельность. Но то, что я говорю, что у него комплекс неполноценности, оно видно и без Бадахшана, и без расправы над оппозицией. Он построил у нас самый высокий флагшток на сумму около $60 миллионов. Представьте себе, что для маленького Таджикистана, где половина трудоспособного населения работает гастарбайтером в России, и Таджикистан входит в числе 15 самых бедных стран мира, самые слабые, как экономически, так и политически, так и военная страна в регионе. Тем не менее, он построил у нас самый высокий флагшток, самый большой чайхана, самый большую библиотеку. На что Махди Сабир ответил: я знаю по опыту времен гражданской войны, что если бы я работал над этим вопросом, то направил бы, например, Мамадбакира с его сторонниками в местечко Ходжа-Айлов и Сфару, где они могли бы сохранять границу и обеспечивали ее безопасность, и при этом кровопролитие бы не произошло. А как вы думаете, можно было бы это предотвратить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!